Доброго дня, дорогие телезрители! Сегодня особенный выездной выпуск программы «Один из нас». И я, журналист Дмитрий Аргунов, с огромным удовольствием представляю очередной выпуск. Сегодняшний выпуск будет немного особенным. Дело в том, что я работал в Общественной палате города Якутска под началом Андрея Анатольевича Высоких, человек, известный в строительных не только кругах, человек, который на самом деле всем сердцем радеет за то, чтобы облик нашего города, столицы Алмазного края, сохранил свою историческую особенность. И сегодня к нам присоединятся, я думаю, большие высокопоставленные люди. И речь мы будем вести о том, как и в силу каких мер мы будем сохранять облик нашего старого города. Старого города 1 – это район, который расположен прямо в центре города Якутска, в районе Чернышевского, Амосова и Кирова. Согласен, тут многое является новоделом, многое не является, скажем так, историческими памятниками, но попытались сохранить тот исторический облик, который был присущ нашему городу до того, как Якутск стал в текущий момент. И начинаем мы с надвратной башни. В народе многое говорится, это башня Дыгына и так далее. Ну да, с эпохой Дыгына это, конечно, связано. И сейчас мы, если повернуться сюда, мы видим самого Андрея Анатольевича, который с увлечением беседует с рабочими, которые занимаются озеленением нашего города. Здравствуйте. Наконец-то мы начинаем заниматься правильной обрезкой. И вот сейчас дядьки говорят, вот люди возмущаются, что мы тут режем. Народ не понимает. Вот тальник, это на самом деле это спасение города Якутска. Вот, да, тальник, смотрите, просто из 40 стволов должно быть 3-4. Остальные просто надо подрезать. Но каждый куст высасывает до 3 тонн воды. То есть, если мы садим его где-то там, где у нас обводнение идет, заболачивание, то тальник просто спасает нас. Андрей Анатольевич, у нас сегодня особенный специальный выпуск программы «Один из нас». И мы говорим об историческом облике нашего города. Мы начинаем с надвратной башни, где я вижу скапливаются другие охранители нашего города. Это Саша Дьяконов, Руслан Васильевич ожидается быть? Да, наверное, будет тоже. Я говорю, мы зовем всех. Будет главный архитектор города, главный архитектор республики придет. Естественно, мэр города со своей командой. В чем проблема? Никто не занимается историей города, сохранением истории города, облика. Вот мы много лет назад сделали вот этот старый город, да? А сегодня спросите, кто за это отвечает? Никто не отвечает. Когда там весь старый город подчинялся, будем говорить, управлению администрации республики, там был шлагбаум, хотя бы шлагбаум, да? Сейчас этого нет, там машины гоняют, хоть пешеходная зона. И есть такие вопросы, которые надо хотя бы решить сейчас в это короткое время до Детей Азии, а потом мы хотим дальше продолжить разговор с исполнительной властью. Мы, как ВАПИК, у нас в уставе записано, что мы второй статьей должны способствовать сохранению истории. То есть помогать местной власти, исполнительной власти. У нас же десятилетие, буквально осталось даже 8 лет до 400-летия города Якутска. В прошлом году мы проводили первое совещание ОСН Сергеевича под его руководством. Как раз об этом говорили, что уже сейчас надо думать и говорить. И более того, надо говорить не просто о 400-летии города Якутска или присоединении Якутии к России, а о 400-летии Дальнего Востока. Потому что в прошлом году, когда мы собирали тут ВАПИКовцев Дальнего Востока, они в один голос говорят, да, Якутск, да, вы должны отмечать 400-летие Дальнего Востока. Вы будете смеяться. Это про матерь Дальнего Востока? Конечно. Да? Я же один раз мне это выскочило в голове, если Киев называет матерью городов русских, то Якутск может по праву называться отцом городов дальневосточных. И это так. Это может даже слоганом быть. Так вот, я сейчас был в Владивостоке, как раз ночь музеев, 18 мая. Прихожу в музей Арсентьева, замечательный музей. Девочек сначала на входе спрашиваю, какой самый старый город Дальнего Востока? Не знаю, мы рекламщики. Ладно, захожу внутрь. Бабушки, которые там следят за всеми. Скажите, пожалуйста, какой самый старый город Дальнего Востока? Они не знают.
Ну, бабушкам простительно. Да, а кому непростительно тогда? Отцам городов. Понимаете, никто не говорит о том, что вот Якутск, да, действительно. Почему у нас по городам и весям ездят наши ансамбли национальные, танцы, театры и так далее. А почему наш музей не сделать какую-то экспозицию и хотя бы по этим городам? Передвижная экспозиция? Да, Благовещенск, Хабаровск, Петропавловск, Владивосток. Надо говорить, нам есть чем гордиться. Почему мы вот такие вот сидим, вот кроме мамонтов, мерзлоты и цеха мы ничего не знаем? Угу. Ну, смотри, Андрей Анатольевич, вы строитель, я немного строитель, да? Это же было восстановлено после того, как да, пожар настоящую башню тоже, да? Да. То есть та башня тоже сложной судьбы была, она стояла на площади Дружбы сначала, потом ее перенесли на территорию музея Ярославского, Да. и там она благополучно сгорела. Да. А здесь восстанавливали бригады. Атласов был Василий, по-моему, Атласов, причастен, да, как бы на его территории мы делали, но руководил Эрнст Алексеев, ребята из Статы были, то есть практически 1,5 месяца была очень такая жесткая работа здесь. То есть мы собирали это все на усадьбе Атласова, сюда уже перевозили, готовы, так сказать, собирали как конструктор. Смотри, вот флаг города Якутска, который гордо реет на макушке над Ратной башней, да, это как бы складывается традиция, когда новый глава города вступает в должность. Мы пошутили так один раз, кто владеет башней, тот владеет городом, когда в предвыборной кампании с Сардана Владимировной она взяла и выиграла. Так что, не знаю, так получилось. Хорошо. Мы ждем наших высокопоставленных визави, да? Да, я надеюсь. Вот, они вовремя будут, но еще раз, разговор будет, я подозреваю, жесткий. Ну, как жесткий? По крайней мере, честный. Честный? Честный, да. Просто мы говорим о том, что мы сегодня вот на территории у нас начинается там, ну, какое-то безобразие. Почему? Потому что каждый владелец вот этого, так сказать, на халяву доставшегося участка делает с ним, что хочет. Вот сейчас там конкретно есть пример, ну, дальше подойдем и увидите. Если все в один голос кому ее показывают, ну что за безобразие? Ну почему это мы видим, а исполнительная власть не видит? Так что давайте, ребята, посмотрим. Да, мы начинаем такую Спасибо. обзорную экскурсию по старому городу с участием, еще раз, отцов города. Подходят наши ожидаемые участники нашего обзорного рейда. Евгений Николаевич, ну давайте для начала буквально кратенько, да, что для города вообще старый город и почему так важно сегодня в составе и общества охраны памятников, и отцов города пройтись по старому городу и расставить точки над «и». Вообще для любого города очень важна его историческая составляющая. У нашего города богатая история, но сохранность ее в архитектуре, сохранность ее в каком-то локальном месте сегодня это единственная точка. Поэтому поддержание ее в должном состоянии – это наша обязательная функция. У нас большой фронт работы, который мы должны здесь сделать, поэтому необходимо сегодня в рамках этого обхода обозначить сверить часы, да? Сверить часы, обозначить приоритетные задачи наши, что мы можем сделать в ближайшее время, что мы должны сделать в будущем. Но не занимаясь этим старым городом сегодня, мы рискуем потерять его завтра. Поэтому это надо делать. Ну, мы видим, что очень-очень представительны, скажем так, участники нашего сегодняшнего выпуска программы, но ключевые мы расставили. Это Андрей Анатольевич, который выступил инициатором вот этого мероприятия, и руководство города. Да? Соответственно, руководство города привлекает все не то что вовлеченные организации, которые должны участвовать в процессе, который подразумевает сохранение вот этого исторического облика. Ну все, мы приближаемся потихонечку к участникам. Вообще, вы понимаете, что когда его создавали, должна быть пешеходная зона и вот какая-то своя атмосфера старого города. Но, к сожалению, вот с годами так все у нас меняется, и отношение хозяев к этому вообще к месту и к своим помещениям, которые им достались, изменилось. И вот это, мне кажется, нужно как-то наладить какой-то контакт вот между исполнительной властью, общественностью и вообще горожанами о том, чтобы все-таки старый город оставался старым городом, ну хотя мы все понимаем, что это такая
больше новодел. Но вот если мы потом начнем дальше работать, и к юбилею все-таки мы сделаем старый город номер 2 Залог, то там должно быть все-таки так, как мы задумывали здесь когда-то 20-30 лет назад. Ну, сейчас вот Александр раздает, можем покажем отдельно, делать, так сказать, справку по каждому дому. Но у нас исторически есть только вот храм, остался на своем месте восстановленный. Вот этот дом Русско-Азиатский банк и дом Амосова. Да, практически это вот те 3 здания исторические, которые могут называться историческими. Все остальные мы так называемые копии того, что перевозили из разных мест. И, к сожалению, это далеко не лучшие иногда были варианты, но что с ними потом сделали, это вообще отдельная песня. Поэтому вот хотелось бы все-таки поговорить и найти точки соприкосновения и все-таки сделать так, чтобы мы дальше продолжали гордиться и хотя бы не было стыдно за то, что вот когда приезжают туристы, у нас тут гоняют машины и так далее, и так далее. Тут страшное дело. Ну вот, коротко я так сказал. Мы подготовили полностью справки по каждому дому, да, то, что находится в старом городе, поэтому, если это надо будет, мы можем в электронном виде отправить, я вам это всё передал, то есть это все здесь есть. Поэтому, допустим, пресс-службе в первую очередь, наверное, и тут на карте тоже у нас обозначены эти объекты. Да, нам в любом случае в электронном виде. Да, хорошо. Надо дать. Все. Русские говорят, здесь нет хозяина. Бордюр, тротуар, согласитесь, что это... И я не имею права им сделать, устно я, конечно, могу замечание сделать, но в принципе, не знаю, кто им должен говорить, так нельзя, это Саш, да. А кто им должен говорить? Правила благоустройства. У нас утверждены правила благоустройства, и в том числе касается прилегающей территории, благоустройства ее. Здесь мы после проведенных городом работ планируется и работа по приведению в соответствие прилегающей территории уже частников. Эта работа у нас запланирована. Сейчас большая работа в первую очередь должна быть проведена по восстановлению мощения. Сейчас, наверное, ЦГХ даст информацию. Да? ЦГХ же проводит, да, Владимир Ильич? Давайте начнем. Первое, с масштабных работ, которые мы проводим. Дальше уже пойдем по объектам. В весеннее время здесь сделали работы по канализации, поменяли 4 колодца, 8 врезок, постоянно здесь зимой текло. Вот поэтому это до начала работ по благоустройству. Потом у нас здесь замена тротуарной плитки, мощений. А также мы меняем входную группу, это ограждение. Здесь у нас срезка кустарников, заделка бордюров, покраска ихняя. И все эти работы по благоустройству на сегодняшний день. И скамейки и урны до 15 числа. На сегодняшний день здесь у нас регион сервис работает. Вроде в графике идем. А подрядчик здесь? Здесь, да. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Петрохинский Андрей Михайлович, компания «Регион Сервис». У нас работы ведутся по графику. Срок сдачи 15 июня этого года. Материал полностью весь завезен. Но на сегодняшний день на объекте 16 человек работает. Задействовано 4 единицы техники. Хорошо. Срок выполнен. Обязательно делать эти противотанковые блоки и потом ужасный забор. Может быть, просто можно сделать какую-то легкую, столбики поставить. Но согласитесь, что вот это просто режет глаз. Линия Суровикина, да? Это мы тут нету главного архитектора. То есть давайте пока не будем восстанавливать эти ужасные деревянные конструкции на этих ужасных блоках. У нас же танки тут не пойдут. У нас же танки здесь не ходят. Что вы? Трафовать. Население как танки? Как только вы 5 раз в тех местах, где у нас получили благоустройство, штраф за пересечение линии, люди не больше смотрят, ее не пересекают. пересекают Да? ленты, рвут. Составили акт и направлены в ПВ департамент для заканчивания Это самое да, 29 мая сооружения. Подойдем, вы видите. Пойдем, давай. Да, то есть на самом деле это человек, который, естественно, тут уже что хочу, то и ворочу. И получилось сначала вот так, потом начали строить вот так. И вот это что называется, кто в лес, то по дрова. Им никто ничего не имеет права сказать, к сожалению.
У нас здесь как раз представители управления по охране памятников нашей республики. Георгий Михайлович, объясните, пожалуйста, у нас здесь вот по нашим непосредственно объектам, которые являются официальными ЛКН, которые находятся под защитой ФЗ-73. И как это должно влиять, собственно, на другие объекты, которые новоделы? Так, ну, у нас вот два исторических объекта, которые включены в реестр. Это Русско-Азиатский банк, который сейчас Алмаз-Аргенбанды, и Дом Амосова. Сейчас поныше у них 100-метровая защитная зона от границы территории, да? Ну, от забора, от зданий. Где вот единственное, пока вот эта территория, вот эта защищает, где запрещено строительство новых объектов, капитального строительства, либо реконструкция существующих объектов культурного наследия в виде, ну, пристроя, высоты и так далее. Сейчас мы в прошлом году заказали проект зоны охраны. Я думаю, до конца, ну, максимум до конца этого года мы постановление правительства выйдет. Здесь будет уже зона регулируемой застройки, своя охранная зона появится, ну, некоторые части, да, и зона регулируемой застройки. Руслан Васильевич, ну, идет мероприятие с участием, скажем так, руководства города, с участием республиканских органов, которые курируют архитектуру и внешний облик. Да? Вообще проблема сохранения исторического облика старого города, она существовала и в конце 90-х, и в начале 2000-х, когда и был реализован, ну, скажем так, с натяжкой проект реконструкции старого города. На текущий момент какую самую большую проблему вы, как руководитель республиканского отделения ВАПИК, видите вот именно на территории данного объекта? Во-первых, конечно же, это все тут как бы частный сектор, да, и вот посмотрите, у каждого здания есть собственный хозяин, нету единой идеологии, нету единой политики, понимаете, если мы говорим, это старый город, если мы говорим, скажем, берем время периода начала 20 века, да, то, значит, все эти вывески должны соответствовать тому периоду, чтобы человек, который пришел сюда, он погружался в ту эпоху. Тогда бы это соответствовало исторической среды. Да? Это во-первых. Значит, вот сейчас, чтобы решить эту проблему, сейчас вот должно выйти уже подписание постановления правительства Республики Саха-Якутия об объединенной охранной зоне, где будут прописаны определенные регламенты. Тогда получается механизм воздействия на частный сектор, который мог бы вот это все выполнить, эти задачи. Во-вторых, конечно же, это, в общем-то, визитная карточка города Якутска. И здесь мы должны сделать все, как, скажем, в других городах, это типа Арбата. Вот здесь должны быть представлены и сувенирные продукции, и это есть быть художники, музыканты. Ну, в общем-то, здесь должен быть такой центр притяжения, где все туристы прибывают здесь, понимаете, в этом месте. А такого места у нас в городе-то и нету. Да? Это во-вторых. В-третьих, конечно же, вот я бы хотел сказать, что здесь идут и нарушения закона об объектах культурного наследия. Скажем, вот буквально у нас здесь объект культурного наследия – это дом музея Амосова. Да? У него есть определенная защитная 100-метровая защитная зона, где нельзя проводить капитальные, скажем, работы. Или даже какие-то небольшие изменения, то должно быть согласовано с госорганом, это с комитетом управления, вернее, по охране объектов культурного наследия. Это, к сожалению, тоже не выполняется. И вот, скажем, буквально вот там дом стоит, они уже делают пристрой в нарушении. Это, значит, разрушается как бы историческая среда. Да, поэтому, конечно, вот это все надо решать. И еще бы, конечно, у нас есть Степная дума, да, и вот мы давно предлагаем, вот в городе Якутске нету экскурсионного бюро. Вот приезжают туристы, любой человек из Улусов приехал, они хотят познакомиться с историей города Якутска. Некому обращаться. Если бы вот на месте Степной думы, это как раз вот историческое туристское место, было бы там экскурсионное бюро, которого не хватает в городе Якутске, то здесь могли бы потом организовать и пешие экскурсионные такие прогулки, да. А это место хорошее, могли бы и автобусы подходить, да, и тогда бы уже автобусные маршруты могли делать. Ну, в общем-то, тогда город стал бы действительно привлекательный для туризма. У нас сегодня город выполняет просто транзитные функции. Туристы приехали и уехали в маршрут. В Аймекон, в круиз по реке Лени до Кикс, еще куда-то на рыбалку, охот в городе задерживают только между турами или отъездом к себе домой. Понимаете? А мы сделать должны все, чтобы в город Якутск туристы приезжали специально, остановиться хотя бы там минимум 3 дня. А для этого мы должны развивать нашу инфраструктуру. Это старая Табага, да? Старая Табага – это почтовый транк. В России нету почтовых траков, уже станций нету, у нас еще есть, и мы должны это сделать. Или, скажем, тот же Маган.
Там же жили скопцы, там, да, занимались земледелием. Мы говорим агропояс города Якутск. В то время уже был агропояс города Якутск, понимаете? И вот и много таких историй. Марха, Маган и твои. Конечно, да? конечно. А Тулагин-Кельдямский наслед, это связано с Селяем. Это наш прародитель, скажем, как говорят в легендах, да, это прародитель народа Саха. А вот там в Тулагинском наследии, там 16 объектов культурного наследия связаны с его именем. Ну, мы сейчас говорим про старый город и потихонечку движемся в сторону Кружала, да. Пусть вот эти унявствующие товарищи, скажем так, отойдут, ничего страшного. Я думаю, что мы ничего нового не услышим, да, кроме там отчетов и, скажем так, реляций, кто что сделал и к какому сроку. На самом деле комплекс мероприятий, который позволит к 400-летию города более-менее, скажем так, приличный вид привести, он включает же не только старый город. У нас же есть еще территория, где прогимназия и реальное училище, да? У нас вот проблема, конечно, тут где треугольничек, то есть 3 объекта, это вот шахта Шаргина, реальное училище, мужская прогимназия, они тоже в таком ваховом состоянии, но сегодня уже служба госзаказчика, они уже принимают меры, скажем, да. Сейчас приглашают специальный эксперт, который бы определил, что сделать нам с реальным училищем. Оставить или свалить на своем месте, либо это может сдвинуть на своей территории метров 5, скажем, куда-то в сторону, да, вот. Это будет решено. Значит, если будет решено, уже как бы это уже входит в программу нашу по прогимназии. Там, в принципе, экспертизу прошло. Значит, это задача за уже реставрационными работами становится. Или вот, скажем, шахта Шаргина. Это тоже такой проблем. Это самый интересный объект, шахта Шаргина, да, это место, с которого возникла целая наука, геокриология. Сегодня тоже оно в каком-то непонятном состоянии. И сегодня, вот, как я знаю, Институт Мерзлотовень передает этот объект Академии наук Республики Саха-Якутия. Это, значит, уже будет республиканская, скажем, собственность, до этого она была федеральной. Поэтому здесь уже можно будет совместно нам провести работы, оккультурить это и сделать туристическим объектом. Это же интересно. Потому что все туристы, которые приезжают в Якутск, они же шарятся в интернете. Они проверяют, смотрят, сразу приезжают, спрашивают: ребята, а можно посмотреть шахту Шаргина? А мы и показать-то не можем. Потому что там вокруг разруха. Вокруг разруха, да. Слушай, давай отвлечемся немножко, да, там Владимир Амосов показывает интересный объект. Дело в том, что хозяева данного участка, они пожаловались на то, что вот эта вот конструкция, она как-то, скажем так, не слишком органично вписывается. Конечно, тут вопрос такой сложный, да, потому что здесь вот на этой территории, тем более, вот это объект культурного наследия, да, вот, это музей, дом-музей Амосова. Это, конечно же, оно и портит вид, да, исторический облик, но это временное сооружение. Если это будет временно, потом после игр Дикой Азии уберется, да, и дерновый слой восстановится, то, в принципе, это еще как бы можно разрешить, но не должно быть это постоянно. Руслан Васильевич, у нас лучшее постоянное — это всегда временное. Совершенно, да? К сожалению, это так. Ладно, это вот небольшое нарушение, да. Ну, вот сейчас мы пройдем подальше. Вот буквально стоит вот он, старый деревянный дом, там сделан пристрой. Это уже 100% нарушение федерального закона ФЗ-73. У этого объекта ОКН есть 100-метровая охранная зона. А это, пожалуйста, вот метров, наверное, 50, не больше. Вот сейчас пойдем посмотрим. Сейчас пройдем. Тут живу, правда, сам. Тут живешь ты? Да, это моя дорога. Что делать? Тут надо убрать. Вот ремикс. Почему она стоит? Понятно, что предприниматель из любого, скажем так, момента, он пытается свою выгоду делать. Но когда делают, извиняемся, вот так, да, с нарушением достаточно значимого количества существующих норм и прочего, это на самом деле не дело. Сейчас присоединяется главный архитектор республики. И попробуем сейчас и ее мнение выслушать насчет тех мер, тех действий, которые вот очень мало времени остается до 400-летия, до юбилея нашего города, которые нужно предпринять, чтобы еще раз все вот это дело, по крайней мере, не выглядело бы топтанием на месте. Давайте мы присоединимся к нашему визави. Приближаемся к Кружалу, объект, который, на самом деле не самой плохой судьбы, да? Но одно из значимых. Я помню еще настоящее Кружало,
которая стояла здесь. Здесь был зеленый рынок. Это конец 70-х, наверное. Вот. Но, тем не менее, какие-то, вот, как правильно говорят, элементы благоустройства и так далее нужно сохранять на том уровне, который позволил бы говорить о сохранении исторического облика. Но, еще раз, у вот этого объекта не самая печальная судьба, чем те, которые мы увидели сейчас. Да, и вот зеленое насаждение, здесь, конечно, не хватает тех же деревьев, может, цветники, но это вот, если передать это РГО, сказать, ребята, это ваше, но без коммерции. Просто, чтобы они понимали, что это их. Они поставили сквер РГО. Вот даже сейчас вот приятно уже просто здесь находиться. А до этого вот такая трава, она многолетняя, жухлая, что-то перерастала. Кроме брусчатки, да? Нет, хотя в этом бетоне что-то есть, Саша. В бетоне Что-то в этом есть. Что в нем Такое алдовое. Такое. Неоднократно ходили Да. руководители нашего города в 2002 году, это точно. Исторические? Исторические. Следы, ну. Да, культурный слой. По крайней мере, хорошо, что не труд мигрантов, скажем так, тут преобладает, а свои наши ребята трудятся на таких работах. Вот. И еще раз, обход обходом, сейчас нам хотелось бы все-таки такой расширенный комментарий у главного архитектора города, вернее не города, у главного архитектора республики получить по... Это, еще раз говорю, это столица, это исторический центр, это место, откуда пошла развиваться весь российский Дальний Восток. И поэтому внимание, которое уделяют конкретно вот этим территориям, конкретно этому месту, это, конечно же, оправдано и стоит внимания. Любовь Александровна, у нас на самом деле вот первый прецедент того, что комплексный подход к решению проблемы исторического облика столицы, я извиняюсь, не только Якутии, да, но правоца всех дальневосточных городов. Да? У нас с этих исторических мест начиналось движение на Дальний Восток, начиналось освоение даже Америки с Аляской и так далее. Поэтому ваше видение как главного по архитектуре в республиканском правительстве, вот что в первую очередь должны мы сделать для того, чтобы 400-летие города Якутска встретить, ну скажем так, во всеоружии, не как те последние силы, которые могли бы? Ну, в первую очередь, конечно же, необходимо комплексный подход. На сегодня в рамках Дети Азии, да и вообще в целом по благоустройству города Якутска, мы уже неоднократно сюда выходили с представителями города, и с озеленителем, и мы начали работу в части уборки визуального мусора, потому что на самом деле отсутствие небольшого контроля, да, над предпринимателей в части вывесок. Дальше это, конечно же, содержание зеленых насаждений, которые на сегодня уже есть, их необходимо сохранить. Ну и, конечно же, данная территория требует особого внимания. Здесь мы как раз вот сегодня, я считаю, это такой призыв для организации такого сообщества по обсуждению вообще жизни дальнейшей и развитию данной территории. И здесь я считаю, что когда принимаются какие-то решения, необходимо обязательно обсуждаться с профессиональными сообществами по ходу работы либо возведению каких-либо объектов. Ну и, конечно же, необходимо поддерживать территорию, это эксплуатация. Но на сегодня вот небольшой ремонт ведется на территории, да, и в дальнейшем мы считаем, что еще вокруг самой территории необходимо предусмотреть благоустройство. Ну а самое главное, сохранить, конечно, ее исторический вид. Любовь Александровна, у нас помимо вот первого старого города есть еще вторая охранная зона, которая начинается на Ярославского. И вот я как обозреватель, как горожанин даже, да, я просто с дичайшей болью прохожу каждый раз мимо реального училища, мимо прогимназии, которая сгорела, да, мимо шахты Шергина. Это три вот этих бриллианта, которые могли бы украсить не то что Якутск, это любой город могли бы украсить вот такие вот объекты. В этом отношении, я понимаю, что обсуждать надо, да, но от обсуждения мало что зависит на самом деле. Надо решать, разграничивать, передавать. Согласны с этим?
Во-первых, такая работа уже ведется. В первую очередь, сейчас вы, наверное, уже слышали, разрабатывается мастер-план Старого города 2. При том, что неоднозначно уже страт-сессии проводились, и мы как раз приглашались на них все сообщества. И в границы как раз Старого города 2 вошли реально училища. Сейчас ведется работа Министерством строительства в части и также Департаментом объектов культурного наследия в части возможности вообще восстановления данного объекта. Мы сейчас ждем результаты. Вопрос сдвинулся с места, потому что там определенные проблемы были. Сейчас сдвинулся вопрос с места, и мы сейчас ждем вот эти результаты, потому что от них на самом деле зависит очень много. Сохранится ли объект, либо его сдвигать необходимо, либо воссоздать его необходимо. Но, например, лично мое мнение, это необходимо, конечно же, даже если его невозможно сохранить, его нужно воссоздать. И социокультурно программировать для того, чтобы наши туристы могли, проходя с площади Ленина, которая сейчас как раз благоустройство проводится, проходили через Старый город и приходили уже в Старый город 2, который будет реализовываться в рамках реализации мастер-плана. Это не быстрая работа, это достаточно необходимо для этого времени, финансирования, и потихоньку мы к этому этапу идем. Андрей Анатольевич, первое в истории, скажем, совместное мероприятие с участием городских, республиканских властей в части архитектуры, охраны исторических памятников, оно состоялось. Я очень хочу надеяться, что первый блин не комом, и, в принципе, достаточно скоро мы от обсуждения перейдем к решениям, ограничением, разграничением, вернее, выделением и строительству непосредственно. Тут то, чем мы с вами всю свою жизнь занимаемся. Да. Давайте, вот каковы итоги, на ваш взгляд? Я думаю, что Евгений Николаевич, в принципе, проникся, тем, что, мы уже много раз об этом говорили, что нужно, сохранить историю города и так далее. Но то, что сегодня уже объявлено, что будет пешеходная зона, хотя бы это самый важный момент, о котором мы говорили в прошлом году, все, вот сейчас они делают реконструкцию и поставят шлагбаум, то есть вернется тот порядок, который более-менее был. Если сегодня Центральный округ и административная комиссия сделают замечания всем собственникам по содержанию, то есть это и наружная реклама, и вот эти урны, и окурки, и все остальное, я думаю, что и дальше тоже пойдет. Сегодня идет обрезка старых кустов и так далее, тоже вы видели, да? Это тоже большое дело. То есть если 2 года назад на нас смотрели как на каких-то вредителей, которые там режут на эти бедные кусты, то сейчас люди понимают, что вот сейчас даже тут пройти вот по этой пешеходной зоне вдоль Кирова, и то уже совсем другой вид у этого боярышника. Поэтому я думаю, что результат есть, и общественность работает, и, как видите, общественность слушает, то есть от нас не отмахиваются, как от комаров, слава богу. Так что я надеюсь... Но вот эти реляции, типа там до 15-го закончим и так далее, вообще у нас же любят событийность какую-то. Детям Азии, да? Как сказал Садовников, благодаря детям Азии мы приведем город в порядок. Смешно, конечно. Но выделяется объем. Да, хотя бы так. Пускай так будет. Что говорить. Событийности, да. У нас нет еще, так сказать, постоянной. Сами же мэр говорит, если мы здесь не поставим забор, тут будут заезжать машины. Ребята, вы все уже не заезжаете на стоп-линию. Вы все уже ездите пристегнутые. Вы все не ездите на светофор на желтый свет, или тем более на красный. Потому что вы получаете бешеные штрафы. Штрафуйте за брошенный окурок, штрафуйте за распитие пива, штрафуйте за парковку на газоне. Все. Быстро все пройдет, я вас уверяю. 500 рублей решают, да? Более чем. Сначала 500, потом 1000. И собственник, если он не помыл окна, не покрасил там забор или так далее, сначала 1000, потом 10 тысяч, потом 100 тысяч. Не оплатил, изымайте участка через суд и все. Слушайте, я вот как один из постоянных участников ваших движений, да, я предлагаю вот на таком же уровне и в районе прогимназии с реальным училищем. Это вот второе, сейчас я его огласил. То есть давайте мы сейчас закончим вот это, то есть пройдут дети Азии, потом мы соберемся и дальше, потому что у нас есть реально серьезные вопросы. И вот тоже, говорю, кафедральный Троицкий собор, это на самом деле изюминка. То есть есть 2 объекта, которые знают во всем мире. Это Троицкий кафедральный собор, это первый каменный православный храм на Дальнем Востоке. Первый. Это здание Чароиты? Да.
И наша шахта Шергина. Это тоже уникальный объект, благодаря которой вообще появилась мировая наука геокриология. И вообще и город Якутск, и вечная мерзлота появилась, то есть это все благодаря этой шахте Шергина. Поэтому я думаю, что это должно быть собственность города. Или как минимум город должен за это отвечать и гордиться этим, на мой взгляд. Абсолютно согласен. Будем, скажем так, держать руку на пульсе. Вообще, в целом, вот это движение мне очень нравится. Еще раз говорю, когда надвратная башня, реконструкция, в которой мы сейчас сидим, находимся, она стояла на площади Дружбы перед театром оперы и балета, было как-то, дышалось, что ли, лучше. Ну, там бревна были потолще. Там же и Чистакол еще был кусочек, да? Вот смотрите, вот эти бревна, да, вот он. Уцелевшие, да? Это было другое здание, но я предполагаю, что вот как раз этих бревен был построен наш Якутский острог. И потом, когда начался его, так сказать, саморазрушение, и переделка, разделка, то есть там же было много башен. И вот из этих бревен было построено вот это небольшое, так сказать, здание возле церкви в Залаге, да? И вот представляешь, вот те бревна, которые тут лежат, 25-30 сантиметров в диаметре, а эти 40-45 сантиметров. То есть у нас эта башня была бы еще как минимум метра на 4 выше, если бы мы делали из таких же бревен, как наши предки 400 лет назад. Хорошо, вот завершается очередной выпуск программы «Один из нас», и мы сегодня еще раз, и не устанем никогда, наверное, говорить о нашем городе, о столице республики, о форпосте российской экспансии не только на Дальний Восток, но и на Аляску, на Северную Америку. Да? В принципе, благодаря Якутску есть возможность исторически говорить «Аляска наша». Это так, к слову, еще раз, программа «Один из нас». Сегодня мы гуляли по старому городу, я думаю, продуктивно гуляли. И увидимся в следующих выездных выпусках программы «Один из нас», которые будут не менее интересны. Увидимся.